Серия монет «Одежда и вооружение народов Кавказа» Национального банка Абхазии начиналась в 2020 году с традиционных абхазских персонажей. Это князь и дворянин, охотник и оруженосец, но затем пополнилась представителями родственных народов Кавказа. Всего в этой серии на данный момент 8 монет. Мы начали с 4 монет, которые представители главных абхазских сословий XIX века. Это абхазский князь, дворянин, оруженосец, пеший воин. После этого было выпущено еще 2 монеты. Это убыхский князь и его аталык по рисунку русского художника князя Гагарина и абхазский охотник. Следующие 2 монеты, которые были выпущены летом этого года, это кабардинец и натухаец. Могу приоткрыть завесу тайны, что на следующий год выйдут еще 2 монеты. Мы уже добавили женские образы. Это будут черкешенки, монета, посвященная женщинам, и черкес. Так будут выглядеть монеты с черкешенкой и черкесом. В данный момент они чеканятся на московском монетном дворе Гознака. Автор серии, художник Батал Джапуа, рассказал, что эскизы последних 5 монет взяты из альбома «Костюмы Кавказа» известного русского художника XIX века князя Григория Гагарина. Первые 5 монет, абхазская часть серии, это авторские работы Батала Джапуа. Это реконструкция костюма. На основании большого количества материалов, как текстовых, так и письменных, еще мой личный опыт, потому что я со многими, кто еще шил, то есть в наше время, там, в советское время и сейчас шьют костюмы национальные, знают, как это делать правильно. Ну, а образы это мои собственные уже, конечно. Понятно. То есть я эти образы облекаю их в определенную одежду. Когда задумываешь серию, любимчиков быть не должно, подчеркивает Батал Джапуа. Все монеты должны дополнять друг друга и быть равноценными, без явных фаворитов. Но художник все же признается, что самый дорогой его сердцу образ абхазского пешего воина в конической нардской шапке. В целом у абхазов различать сословия по одежде было не так-то просто. Князь мог быть одет хуже охотника или крестьянина. В старину, старинную тему взять и такой настоящий, то благородного происхождения он был даже по одежде победнее, потому что для них это ничего не значило. А вот оружие, да, оружие было всегда самое превосходное. Это исторический факт такой интересный есть, когда абхазцы вышли с противоборствующей стороной на переговоры, те потребовали старших, и когда абхазцы вышли, они были оборванцы такие. А те говорят: вы кто? Мы сказали: мы князья. А какая тогда между вами, говорит, разница, что вы такие же оборванцы, как и ваши солдаты? Они говорят: наша привилегия в том, что мы можем атаковать первыми. То есть доблесть, честь, лучшее оружие, самое благородное поведение. Впервые для абхазских памятных монет была использована форма прямоугольной клипы, что позволило размещать фигуры воинов в национальном абхазском орнаменте. Аверс у всех монет серии одинаковый. В его основе известная фотография Ермакова «Абхазские депутаты». Все монеты, они отчеканены на московском монетном дворе Гознака. Они достаточно большие. Вес каждой монеты 150 грамм, выполнены из серебра 925 пробы. Надо отметить, что тираж достаточно ограниченный, 100 экземпляров каждой монеты, что сразу делает ее коллекционной редкостью. Первые монеты уже нет их в свободной продаже, первых 6 монет. Последние 2 еще можно приобрести, и которые планируется выпустить. Серия «Одежда и вооружение народов Кавказа» завершится в 2023 году выпуском финальной большой монеты, на которой будут изображены все герои серии. Эскиз еще в разработке, но уже решено, что заключительная монета будет горизонтальной композицией и как минимум в 2 раза больше остальных монет серии. Завершенная серия, по задумке авторов, продемонстрирует, что, несмотря на небольшие отличия, представители разных народов Кавказа едины как в культуре, нравах и морали, так и в одежде и вооружении. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.